Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами влияние доступности алкоголя на молодежь нашей республики и население в целом. Внимание на экран. Молодость – это особое время перехода от детства и юности к социальной ответственности. Это определенный возрастной этап созревания и развития человека, лежащий между детством и взрослостью. В этом возрасте человек наиболее эмоционален и восприимчив к негативным тенденциям. Ксения Шкляр – опытный психолог. Она работала в сфере профилактики семейного неблагополучия. С 2018 по 2021 годы Ксения являлась руководителем службы профилактики и социального сопровождения семей с детьми Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Являлась заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также преподавала в Институте психологии Северо-Восточного федерального университета профилактику алкоголизма и наркомании. Влияет ли доступность алкоголя на алкоголизацию населения? К чему склонна современная молодежь? Является ли в действительности алкоголизация общества фактором его дестабилизации? И, друзья, чтобы разобраться поподробнее в этой теме, нам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — это те, кто считают, что доступность алкоголя, она лишь косвенно может сказываться на в целом алкоголизации населения, в частности молодежи. А молодежь нынче, она ориентируется на позитивные тренды. В частности, это здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, либо же осознанное потребление. Пессимисты же считают обратное. То, что сейчас, особенно в последнее время, наблюдается очень большой рост количества питейных заведений, а также точек по реализации продажи алкогольной продукции, что, несомненно, влияет на алкоголизацию населения нашей республики, в частности и молодежи. Собственно говоря, задача данных позиций оптимистов и пессимистов — стараться перетянуть на свою сторону как можно больше людей. Соответственно, по ходу передачи у вас будет возможность перейти на противоборствующую сторону. Оптимисты будут при этом у нас справа. Пессимисты будут слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, для которого нет безвыходных ситуаций. Психолог и смелая девушка. Ксения Шкляр. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вам дается 1 минута, чтобы вы могли немного рассказать о себе. Ну, что, в общем-то, рассказать о себе? На самом деле, очень приятно видеть такие передачи, участвовать с молодежью. И на самом деле я и сама еще со школы, наверное, была человеком с довольно активной позицией и участвовала в многих мероприятиях на самом деле. И проблема алкоголя, она актуальна уже долгие годы. И на самом деле в последнее время начинаю замечать, что какой-то прогресс имеется. Но когда я работала в социально-реабилитационном центре, действительно оказывается очень много семей, которые страдают от алкоголизации. И очень бы хотелось, чтобы таких семей и таких детей, между прочим, становилось все меньше и меньше. Все-таки алкоголь, пора, скажем так, нам прийти к тому, чтобы алкоголь не был нормой жизни, как это происходит сейчас. Все-таки нужно принимать какие-то меры. Спасибо, аплодисменты. Так, Ксения, сейчас будет небольшое блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. И первый вопрос. Нравится ли вам ваша профессия? Да, профессия психолога. Я не знаю почему, когда я еще училась в 9 классе, случилось какое-то озарение со мной, и я решила, что я буду замечательным психологом. И, в общем-то, с тех пор очень целенаправленно я отучилась, поступила. Стала, да? Да, стала психологом, работаю психологом, и ни дня об этом не жалею на самом деле, потому что профессия действительно моя. Очень нравится мне работать с людьми, помогать им находить свой какой-то жизненный путь, преодолевать какие-то проблемы сложившиеся. И помимо всего прочего, на самом деле это безумно интересно. Когда знакомишься с новым человеком и говоришь ему, что ты
я психолог, всегда как бы к этой профессии там не относились, но всегда возникает уйма вопросов, уйма тем для обсуждений, и это на самом деле очень здорово, я считаю. Какие острые проблемы населения вы бы обозначили? Ну, на самом деле, с точки зрения психологии, особых таких проблем выделять очень сложно, потому что все-таки каждый человек — это отдельная вселенная, отдельные как бы проблемы, но тем не менее очень часто обращаются с вопросами по детско-родительским отношениям, это, скажем так, одна из самых актуальных тем. Очень часто обращаются по вопросам, скажем так, зависимостями. Ну, возможно, это только мое видение, потому что все-таки сфера работы сталкивала меня с определенным контингентом, поэтому с этими проблемами я чаще всего и сталкивалась. Возможно, у тех, кто ведет частную практику, немножко другие запросы от клиентов поступали. А насколько вообще сейчас востребованы психологи? Я думаю, очень востребованы, тем более сейчас как-то немножко изменилось все-таки отношение к психологам, перестали их воспринимать как психиатров, перестали их воспринимать как каких-то гадалок, я не знаю, раньше какое-то такое отношение было, сейчас как-то все-таки люди стали более осознанными, больше стремляться к самопознанию, к саморазвитию, и за счет этого больше узнают, скажем так, о том, что это вообще за специальность такая психолог, чем занимаются психологи, и, соответственно, больше как-то доверяют, обращаются и стараются решить свои проблемы. Каких принципов вы придерживаетесь в своей работе? Самый главный принцип любого психолога — это принцип не навредить. То есть, что бы мы ни обсуждали, что бы я ни говорила, какие бы методики ни применялись, скажем так, риск нашей профессии, он не оправдан никогда. То есть, если я не уверена, что результат от моей работы будет положительным, я не буду эту работу делать в принципе. Я постараюсь посоветовать либо другого специалиста, либо объяснить все-таки клиенту, почему мы не можем продолжить. У вас уже были такие моменты, когда вы отказывали человеку в помощи? Скажем так, не напрямую отказывала, но перенаправляла в сторону других специалистов неоднократно, либо в другие центры, либо к профильному специалисту. Да, такое было действительно, когда я понимаю, что в данном вопросе недостаточно у меня опыта, что человеку очень часто приходится отказывать на самом деле товарищам, друзьям, знакомым, потому что, когда в работу вмешиваются какие-то личные отношения, это все-таки неправильно, это непрофессионально, поэтому на меня даже обижались пару раз из-за этого, но тем не менее нет. Все-таки рабочие отношения — это рабочие отношения психолога с клиентом, а дружеские отношения — это дружеские отношения, смешивать ни в коем случае нет. Что для вас самое главное в жизни? Интересный вопрос. Наверное, все-таки самое главное в жизни — это иметь какую-то внутреннюю гармонию, ее поймать, понимать, что ты находишься на своем месте, делаешь свое дело, и чувствовать себя, скажем так, счастливым, гармоничным человеком. Что вы думаете о тех людях, которые себя позиционируют психологами, но соответствующее образование не имеют? Скажем так, что я о них думаю. Надеюсь, что они никогда никому не навредят своей такой жизненной позиции. Это самое главное. А считать себя, конечно, можно кем угодно, но все-таки нужно понимать, что психолог — это не просто человек, который, скажем так, что-то знает про мозг, про психику и так далее. Это в первую очередь человек, который владеет определенной технологией и инструментарием, которая была разработана специально для того, как я уже сегодня говорила, чтобы в первую очередь не навредить своему клиенту и уже во вторую только помочь ему как-то в чем-то разобраться. Поэтому, скорее, наверное, все-таки такое негативное отношение, потому что это и часто подрывает, скажем так, авторитет профессионала, специалиста. И второе, что действительно, наслушавшись советов такого психолога, человек может поступить каким-то негативным для себя же самого образом. Деньги или семья? Семья. Для меня всегда семья. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Так, Ксения, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе и в целом с вами обсудить нашу сегодняшнюю тему.
Это у нас и студенты, и творческая, и рабочая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что доступность алкоголя лишь косвенно сказывается на, собственно говоря, алкоголизации населения, в частности молодежи. Они считают, что молодежь у нас соответствует современным позитивным трендам на здоровый образ жизни, ну и осознанное потребление, как у нас любят говорить. А слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что глобальное, наверное, даже отношение и влияние оказывает высокий рост точек по продаже алкогольной продукции и питейных заведений, что сказывается на алкоголизации молодежи и населения в целом. И давайте сейчас обратимся к нашей аудитории. Сейчас, друзья, поделитесь, почему вы оказались на той или иной позиции. Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем с оптимистов. Я настроен по данной теме оптимистично, потому что считаю, что наша молодежь, она действительно осознанна, она действительно понимает меру. И мне кажется, что, вот как вы сказали, вы не хотите допустить того, чтобы алкоголь был нормой жизни, как это происходит сейчас. Мне кажется, что алкоголь в достаточных количествах, когда человек понимает свою меру, это действительно норма. И мне кажется, в этом нет ничего плохого. И мне кажется, что, с одной стороны, если делать какие-то ограничения, тот, кто ищет, тот всегда найдет. И в наших также реалиях ограничение продажи алкоголя, например, она может повысить вот этот вот рынок нелегальной продажи продукции. Поэтому мне кажется, что ограничения вводить не очень важно, и я оптимист поэтому. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. Давайте послушаем пессимистов, пожалуйста. Сегодня выбрал позицию пессимистов, потому что считаю то, что действительно доступность, да, физическая доступность алкогольной продукции и ценовая доступность, она плохо влияет на алкоголизацию населения. Это научно подтвержденные факты. Всемирная организация здравоохранения так рекомендует, да. И наша алкогольная политика, да, с 2010 года, которая идет, она действительно имеет плоды. И по статистику, если смотреть, то реально положительные эффекты есть от этого. Но только не надо сильно тоже, как было в советское время, тоже не надо сильно углубляться. То есть сильно резко, жестко, такими методами нельзя, я думаю, бороться не надо. Все должно быть постепенно. Постепенно, да. Постепенно, осознанно и с научным подходом, как-то так. Если так будет идти борьба с алкоголизацией, думаю, будет много полезного. Давайте послушаем оптимистов. Моя позиция такая, то что там, где есть ограничения, там, где есть запреты, там нету осознанности. И поэтому даже среди своих знакомых я замечаю то, что в их семьях, да, где очень запрещают своим детям, то эти дети же, они тайком пьют от своих родителей. То есть проблема, она исходит из семьи. И каждый родитель, каждая семья должна обсуждать это со своим ребенком, чтобы этот ребенок лучше получил поддержку от своих родителей, да, и чтобы он научился качественно пить, да, по-любому он захочет попробовать это на себе, этот опыт, через этот опыт проходит каждый человек, и лучше он получит поддержку от своих родителей, чем с кем-то там, где-то там будет пить в неограниченных количествах, и где запреты, там, где нет выбора, да, он будет злоупотреблять этим. И поэтому я за осознанность и за то, чтобы работать не со внешней мотивацией, а с внутренней. Все. Спасибо. Пожалуйста. Пессимисты? На самом деле, я бы к этому подошла больше не со стороны психологии, а со стороны маркетинга и бизнеса. Потому что мы понимаем, что бизнес на человеческих слабостях, извините, как вещества и другие возможные пути, не знаю, зависимости человека, они очень хорошо работают на некоторых людей. И, соответственно, мы понимаем, что для этого идет маркетинговая работа, для этого идет культурная работа, чтобы люди испытывали потребность в этом.
А, соответственно, человек находит в этом какой-то, возможно, свой путь. Потом, не знаю, снятие стресса. То есть это навязывается в фильмах, в сериалах. И потом это приобретает тот вид, который сейчас у нас есть. А на самом-то деле это не является чем-то вот супер полезным, супер важным для организма человека. Он, наоборот, вредит человеку. И, соответственно, просто вот то, что распространено сейчас, то, что сейчас подается как вид расслабления, как вид культуры, это немножко уже извратилось. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. На мой взгляд, вот то, что говорят, большое количество точек алкогольных, это проблема поверхностная. Все куда глубже на самом деле и исходит от социальных развитых институтов и норм на самом деле. То есть и имеется такая, знаете, часть населения, которая большинство. То есть большинство молодежи сейчас у нас, она приезжая из деревень, улусов в Якутске, которые проживают. Это студенты, абитуриенты, у которых окружение совершенно другой менталитет, совершенно другое мышление, нежели у городских ребят. И вот тоже правильно сказали, спрос рождает предложение. Если не будет таких официальных, допустим, как, официальных продавцов алкоголя, появятся нелегальные, которые будут продавать по совершенно другой цене. И совершенно не важно, сколько точек. Человек даже будет пить парфюм, чтобы испытать это алкогольное опьянение. Спасибо. Аплодисменты. Пожалуйста. Я поддерживаю того мнения, что все-таки мы регион отдаленный от центральных городов. И у нас так уж сложилось, что мало мест, куда можно сходить. И если посмотреть, да, вот минус 50 на улице, стоит молодежь. И ей до театра идти 5 километров, а ближайший алкомаркет стоит в 5 метрах от него. Ну, конечно, он пойдет туда и купит, и уже с друзьями будет встречаться. То есть вот это, именно рост алкомаркетов, он не то что рождает, то есть молодежь видит то, что они везде. То есть можно и немножко пригубить, так скажем. А театры и тому подобное, ну это уже для них отходит на второй план. То есть алкоголь доступнее, чем любой другой досуг? Конечно, да. Аплодисменты. Пожалуйста. Сейчас почему-то все смотрят на сам факт алкомаркетов, хотя нужно же, конечно, истоки, причины и так далее, да. На самом деле, почему все, ну не все, большая часть, возможно, средняя молодежь, которая пьет, это не зависит от того, сколько алкомаркетов в нашем городе, зависит от того, куда им можно пойти, во-первых, в нашем городе. Почему власть идет не на то, что нужно сделать ограничения в алкомаркетах или отменить вообще, а в принципе что-то новое сделать в нашем городе, куда молодежь могла бы в принципе пойти. Я оптимист, потому что считаю, что эту проблему можно решить, и сейчас не все так плохо. Спасибо. Пожалуйста. Я выбрала эту позицию, потому что, да, возможно, у нас в городе есть осознанные ребята, осознанная молодежь, которая употребляет, так скажем, осознанно, да, алкоголь. Но если брать масштабно по нашей республике, то если взять отдельные какие-то отдаленные районы, то там молодежь уже совсем другая, как тут подметили наши ребята. И нужно вести работу скорее какую-то масштабную, потому что действительно алкоголь очень соблазняет, доступность, очень легко его приобрести, потому что цены доступные, очень много различных сейчас открылись заведений, очень много, да, нелегальных магазинов очень много, и продажи тоже нелегальных очень много, и работать как-то надо, не знаю, совместная работа нужна. Работа, конечно же, начинается с семьи, от себя, от семьи и как-то от государства, потому что действительно алкоголь очень влияет на человека вообще не положительно, а вот негативно. И, не знаю, здесь надо работать нам всем вместе. Аплодисменты. У пессимистов еще прозвучало такое мнение, то, что алкоголь сейчас, в современном мире романтизируют, да? Преподносят его как для снятия стресса, его преподносят да, в песнях, в кино. Это, конечно же, оказывает влияние на молодежь. Как атрибут красивой жизни очень часто его предоставляют. Ну и давайте по последнему мнению послушаем со стороны оптимистов, вначале и затем пессимистов. Я приняла позицию оптимистов, потому что считаю, что сейчас молодежь уже намного осознаннее, и с развитием интернета, где очень много обучения, очень много других развлечений,
мы уже осознанно выбираем, как проводить досуг, и не обязательно употреблять. На это также влияет наше окружение, семья. Ну, я считаю, что молодежь сейчас намного осознаннее. У них более ответственное отношение к своему будущему, к своему здоровью и жизни в целом. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Денис, и я выбрал эту сторону, потому что считаю, что в последнее время у нас, ну не то что в последнее, а в наши времена проходит очень много клубов и всяких тусовок, которые проходят особенно ночью, потому что, ну, самое свободное их время для молодежи. Это в данное время незаконно? Да, вот именно. И поэтому очень большинство, они приходят туда, конечно же, некоторые расслабиться, отдохнуть, но и в то же время они там происходит распитие алкоголя, так сказать. И поэтому слишком многие пытаются сдерживаться, но и многие не выдерживают и сами начинают пить и больше, и больше. И поэтому считаю, что это все же не очень хорошо. Спасибо, аплодисменты. Ксения, ваше мнение хочется послушать, потому что было высказано. Ну, на самом деле, рациональные, скажем так, зерна есть с обоих сторон, действительно. И очень правильно, вот несколько раз команда оптимистов говорила о том, что все-таки все идет из семьи, и это действительно так. Но смущает тот факт, что возникает несколько такая лицемерная позиция, когда ребенку дома родители там объясняют, алкоголь это плохо, он убивает, он разрушает и так далее и тому подобное, поэтому ты спокойно можешь пойти за угол и без каких-либо проблем его приобрести. Ну, то есть у нас сейчас средовая, скажем так, обстановка такая получается. Алкоголь, вот из-за его распространенности в магазине с огромной розовой вывеской, очень красивой, да, нету такого вот ощущения, что это что-то плохое, что это что-то, что может навредить. То есть красивая вывеска, очень много таких вывесок по городу заходишь, там очень-очень все красиво, играет музыка, блестят бутылки. И вот в этом плане, конечно, наше восприятие, оно, скажем так, этой манипуляции поддается. Вот правильно сказали, маркетинг делает свое дело, оно работает над нашей психикой, и поэтому я считаю, что все-таки да, семья, внутренняя какая-то осознанность – это важно, с этим нужно работать. Но и среда должна соответствовать и способствовать тому, чтобы вот эта позиция была сформирована внутренняя. То есть все-таки нужно что-то с доступностью, с позиционированием в принципе вот этих вот магазинов, точек, что-то нужно сделать. А как вы вообще относитесь к осознанному потреблению? Или вы больше за полное исключение алкоголя из жизни? Вопрос, конечно, интересный. На самом деле медики, наркологи считают, что такого понятия, как осознанное потребление алкоголя, нету. Вообще безвредных доз алкоголя не существует. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, я надеюсь, что в будущем мы когда-нибудь придем к тому, что не пить это станет все-таки полностью не пить. Это станет скорее, наконец-то станет полной нормой. Сейчас это скорее такое исключение, и человек этим может даже гордиться. Сейчас это модно. Ну, модно, но все-таки редкость. На самом деле, очень редко. Допустим, вот я не припомню, чтобы в Якутске у нас проводились вот безалкогольные полностью свадьбы. Хотя вот сейчас вот тренд набирает популярность такое. Перед Новым годом как бы шампанское, это тоже всегда обычно бывает. Все-таки какие-то вот такие моменты, они очень устойчиво сохранены вот в нашем сознании, в наших установках. И вот отчасти это как раз-таки именно потому, что оно в целом в средовом обществе, как бы оно позиционируется как норма. Спасибо вам большое всем за мнение ваше. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по нашей теме. Итак, просим внимания на экран. Почему у нас население пьющее? В нашей республике люди много пьют из-за того, что общество давит именно на такие социальные сферы человека. Вот именно сфера образования, может быть, или на работе. Вот, а потом еще, может, проблемы в семье, вот, и из-за этого человек начинает, как сказать, стрессовать, вот, из-за давления, вот, из-за этого многие приходят именно вот к алкоголю. Потому что такой менталитет, наверное. За менталитет? Да.
Понятно. И много баров в каждом углу. Алкомаркетов очень много стало. Может, от безысходности, а может, от избытка чувств, а может, деньги лишние. Поскольку у нас в республике достаточно распущенный народ, у нас нет такого воспитания, как, допустим, в других национальных республиках. У нас нет общей идеи, которая бы нас объединила и действительно, чтобы наш народ процветал. Все только в наших руках. Народ может, наш народ достаточно сильный. Как вы считаете, стоит ли с этим бороться системно? Ну, то есть, вообще нужно ли с этим бороться? Да, определенно. Вот, например, Какие методы видите борьбы? ну, конечно, продажа, ограничение продажи, вот, например, во времени, вот, и в количестве продажи алкогольных напитков, вот, и алкогольных мест, вот, где можно пить. Надо изучить детей с маленьких лет, со школы, что такое алкоголь, что такое нормальная натуральная еда, вот так. С малых лет, со школы надо учить так. Как-то надо ограничивать народ. Мне так кажется. Какими способами можно это сделать? Я сам пьющий, но, как бы сказать, чтобы посоветовать, как бороться. Ну, наверное, самодисциплина, во-первых, должна быть. Это раз. Ну и плюс, наверное, социально-культурное какое-то обслуживание должно быть более обширное. Я думаю, что запреты будут излишни, поскольку народ, он, так скажем, любит сопротивляться уже исторически. Необходимо мотивировать народ различными благами, различными, так скажем, как-то привлекать их к здоровому образу жизни, делать объекты спорта, я не знаю, там, вот, все, что поспособствует здоровому образу жизни, нужно делать это доступным. Ну и как мы видим, друзья, есть самые разные мнения. Многие считают то, что с одной стороны стоит доступность ограничивать, с другой стороны есть мнение то, что смысла влиять на доступность ограничивать нет. Давайте послушаем мнение оптимистов. Да. Я очень согласен с мнением человека в форме, который, в частности, отметил то, что основной фактор не в том, что алкоголь доступен, а в том, что недоступны в такой же мере другие средства досуга человека. То есть это и тренажерные залы, и плавательные бассейны. Я помню даже, когда ограничили доступ к тренажерным залам в Якутии, при этом клубы, питейные заведения, сами алкомаркеты не могли работать спокойно. Вот. И тогда очень много людей возмутились, они подписывали петиции. И поэтому, мне кажется, вот по нашей теме это тоже очень важно. Фактор не в том, что алкоголь доступен, а в том, что остальное, оно недоступно в такой же мере, как и это. И нужно будет бороться, наверное, с этим. С недоступностью. С недоступностью. И альтернативных методов проведения досуга. Да. Да. Спасибо, аплодисменты. Пожалуйста, ваше мнение, пессимист. Да, я вот посмотрев на общество, да, можно сказать то, что у нас есть определенное понимание, да, того, то, что вот как вот можно бороться, да, и общее мнение имеется, то, что реально сейчас очень много таких магазинов и так далее, и так далее. И хотелось бы сказать, вот тоже с человеком в форме тоже очень солидарен, абсолютно разделяю точку мнения. Потому что если где-то запрещать, необходимо где-то тоже вот повышать, да, вы как бы сказали. И надо повышать, я думаю, качество жизни, качество нашей жизни, да, вот, общественные площадки какие-то, да, вот по благоустройству, если у нас было бы, да, все. Так, хорошо, спасибо. Так, аплодисменты. Можно добавить, да? Я бы хотела на самом деле заметить больше даже недоступность. Если даже будет доступно, но человеку это не нужно, то оно бесполезно. Как опять же пушкинская карта, которую, ну, как бы люди не используют почему-то. Люди знают об этом, баннеры стоят, все равно работа идет, но люди не понимают, зачем им это надо. А мы говорим о том, что у человека есть приоритеты всегда и ассоциативный ряд всегда. Ну, как бы мне плохо, мне становится трудно, я смотрю фильмы, и опять же, ну, как бы культурный такой код идет. И, соответственно, если честно, то тут надо работать просто вот не то, что с воспитанием ребенка, а вот действительно показать пример, что
что действительно вот ты занялся спортом, проложить очень правильный ассоциативный ряд, физиологические какие-то вот эти вот реакции идут. Смотри, после спорта нам здорово, классно, мы пойдем выпьем, не знаю, очень утрированно смузи, и мы чувствуем бодрость, условно. А вот человек по улице идет, ему плохо, он пьяный. И тогда ребенок понимает, ну, как бы, что зачем следует, и причинно-следственные связи очень хорошо простраиваются. А чаще всего я бы, немножко вот опережая момент, хотела бы сказать, что мы все дети родителей 90-х. То есть все наши родители, они пережили трудные времена, распад СССР, и, соответственно, честно говоря, все эти времена были очень запойные. Мы об этом все знаем, все помним. А оттуда остались, опять же, ассоциативные вот эти вот у кого как работает. Я лично вообще ни разу не пила, честно говорю. И это даже не на камеру, даже не перед друзьями, а действительно так у меня случилось, что я вообще ни разу не пила. И это получилось случайно, а потом я начала уже у себя в голове простраивать, как я могу получить по-другому эндорфины, спорт, еда, все это вот взаимосвязано. И я бы хотела сказать, что это просто вот у человека идет работа над своим воспитанием тоже, работа над рефлексией, самоосознанностью. Я поддерживаю позитив, потому что человек должен понимать, что к чему у него в теле и в голове работает. Но, тем не менее, тут идет все-таки маркетинговая сторона, воспитание, и все это в совокупности работает. Друг без друга они не могут. Спасибо. Ксения, пожалуйста, хотелось бы услышать, какой совет вы дадите нашей сегодняшней аудитории? На самом деле даже здорово, что есть своя точка зрения, которую готовы отстаивать, которые готовы, скажем так, поддерживать, искать аргументы. Вот. Но, тем не менее, как психолог, во-первых, все-таки хотелось бы пожелать больше наблюдать за собой, саморазвиваться, искать какие-то действительно собственные пути достижения, собственные какие-то вот жизненные приоритеты, правильно их расставлять и добиваться каких-то больших успехов. Аплодисменты. Что, друзья, у нас настал тот самый момент истины, когда вы, собственно говоря, можете поменять свою команду. Соответственно, если вы прониклись, скажем так, поддержкой уже к противоборствующей стороне, вы можете перейти от оптимистов к пессимистам и обратно. Вот, соответственно, друзья, подумайте, решите, ну и, соответственно, давайте на счет 3 у вас будет возможность перейти. 1, 2, 3. Ну, хотелось бы услышать молодого человека, почему он все-таки решил поменять свою позицию. Сам по себе, по идее, человек оптимистичный, и верю в то, что сейчас молодежь вот именно стала осознаннее, да, чем, наверное, думаю, наши родители. Да, нам тоже рассказывали, как у них была молодежь, да, и сейчас, как мы сейчас, нынешняя молодежь какая, да, и, сравнивая примерно так вот, можно сказать, то, что действительно молодежь сейчас как-то стала более осознаннее, наверное. Вот, спасибо. Спасибо. Ксения, хотелось бы узнать, кто из участников сегодняшней аудитории вам понравился больше всего своими умозаключениями, аргументами. Ребята классные на самом деле, прямо как среди пессимистов, так и среди оптимистов, да, выделить прямо несколько человек бы хотелось, но Айна, наверное, все-таки ближе ко мне с точки зрения и позиционирования, и с точки зрения как-то вот и в целом, скажем так, по аргументации, да, наверное, все-таки сегодня я выберу ее, тем более, в отличие от некоторых, человек удержал свою позицию. Вот. Поэтому... Хорошо, спасибо. Айна, пожалуйста, мы тебя приглашаем сюда. Аплодисменты. Ну и подарок. Ага. Сегодня мы очень много говорили про культуру, про духовность, и я как раз вот решила подарить книгу. Большую книгу. Вот, она называется «Манифест». Аплодируем. Она называется «Манифест 20-летних». Это книга, скажем так, непростая. Это сборник различных историй, мнений людей от 20 до 30 лет, которые как раз-таки вот в этом жизненном периоде, которые делятся своими наблюдениями из жизни по самым разным поводам, от взаимоотношений с другими людьми до, скажем так, не знаю, экономических каких-то вопросов. Вот эта книга, в принципе, она, с одной стороны,
должна помочь человеку, когда ему там в каких-то вопросах сложности разобраться в себе, найти какие-то ответы. Но и в целом, на самом деле, очень интересно знать то, о чем думает, ну, скажем так, другая молодежь. Вот, так что вот с удовольствием Аплодисменты. вручаю. Пожалуйста, возьми микрофон, представься и немного расскажи о себе. Очень кратко, пожалуйста. Да. Меня зовут Айна, очень приятно. Айна Курц. Конечно, честно, вот я ни разу не пила алкоголь, я прекрасно живу, я без этого могу расслабляться спокойным образом, я без этого чувствую себя прекрасно. И честно об этом заявляю, я не вижу ничего такого плохого и хорошего в алкоголе. Это просто вот вещество, и оно мне не нужно. Спасибо большое. Аплодисменты. Ну и, друзья, в завершение передачи хотелось сказать то, что мы всех приглашаем подняться сюда, чтобы вы еще немного могли пообщаться с нашим гостем, сфотографироваться друг с другом. Ну и, пожалуйста, поднимайтесь, сходите. С вами была телепередача «Молодые», ведущие Лена Гагарина. И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Очень интересный, на самом деле, опыт участия в подобном шоу. Очень классно, что у нас вот, скажем так, в медиа-среде появляются такие площадки, где молодежь действительно может откровенно высказать свое мнение по самым разным вопросам и быть, возможно, услышанными, понятыми. Поэтому для меня это тоже очень приятный такой опыт. Мне всегда нравилось общаться как со сверстниками, с молодежью, слушать разные точки зрения. Мне бы хотелось, на самом деле, может быть, прийти еще раз когда-нибудь сюда. Напрашиваюсь такая. Прийти еще раз и, может быть, уже о какой-то другой теме поговорить. Вот с большим удовольствием, на самом деле.